Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Малзун, и сегодня я буду выкраивать платье. Платье будет национальное, со штанами. То есть будет платье не совсем национальное, но с длинными рукавами, со штанами. Ну, в принципе, вот так. Вот такой очень красивый ткань, розоватый, такими с блестками, очень красиво. Велюр, по-моему, велюр называется. И сейчас мы будем это выкраивать. Выкраивать я буду для своей клиентки. То есть она размером плюс. Поэтому сейчас мы будем как бы все это подстраивать под нее, все вытычки, чтобы на ней это сидело очень хорошо и очень красиво, естественно. Ну что ж, начнем. Сначала я вам покажу, как это будет выглядеть. То есть выглядеть оно будет очень вот так. Сейчас поближе сделаю вам. То есть будет выглядеть вот так, ну как можно лампа называют, иногда улыбка называют. И тут будет камушки. Камушки, сейчас я найду, где-то они были, эти камушки. А я не помню, куда я их положила. Но украшать мы будем этими камнями. То есть камни, они такие, их можно вырезать, они на клеевой паутинке. То есть их можно приутюживать. Потом их можно, то есть они называются Хюррем Султан. По-моему, все знают этот сериал, называется эти камни Хюррем Султан. Их используют иногда для платков, и для платьев, для кардиганов, для всего что угодно. Все, что душа захочет, и очень красиво блестит. И сзади вот на такой, на клейной основе, можно сказать. И тут вот примерно мы, если хотим вот этот квадратик вырезать, мы это вырезаем и то есть утюгом все это приклеиваем. Очень-очень красиво, удобно. Иногда вот эти целиком используют, то есть как, ну вот так на платок, по-моему, используют, да. И иногда на жакетах, на кардиганах. Ширину взяли 60, сейчас вот, чтобы вам было виднее, 60. Я это буду выкраивать по отдельности, переднюю половину, вторую половину. То есть вот у меня передняя половина уже готова. Смотрите почему. Потому что оно у нас очень сильно скручивается. Вот видите? Оно где-то на сантиметр 5-8. Оно очень скручивается и тяжело как бы с ним работать. Ткань же сама такая. И можно без конца вот так крутить, оно крутится. И как бы вот поправить и эту ткань вообще никак невозможно. То есть это очень тяжелая ткань, и сшить его очень тяжело. И сейчас тоже вторую часть вот так буду вырезать. Так скручивается, что это вообще невозможно. То есть вот. Вот так до низа мы должны все это заправить. Очень тяжелая ткань. Ой, как я не люблю вот такие шить, но иногда тоже приходится сшивать такие ткани. То есть из них тоже шьют пиджаки. Не знаю почему. Вот мне из такой ткани никогда не нравились. Ни пиджаки, ни костюмы, ничего другого. Вот есть девочки, которые тоже вот заказывают. А сегодня суббота, и там дети у меня играют. Я надеюсь, что вам не будут мешаться. Все, в принципе, и трогать больше не буду, потому что я уже как-то вот. Все. Что мы делаем? Ширина переда у нас получается 39. Высота проймы получается 17. Вот 17 и 28, потому что ткань у нас эластичная, а так пройма у моей клиентки где-то до 30 доходит, но так как ткань эластичная, то есть тянется, мы берем 28 грудь. 3, то есть вот пройма, вот грудь, и в принципе вот на этом так и все. То есть немножко талию углубили и все. Горловина у нас будет... Горловина у нас будет где-то 18. Плечики у нас будут... Сейчас. Плечики будут, наверное, 9. Вот 9 и горловина где-то 18. Да? И сейчас что мы делаем? Все. В принципе, вот так и будем резать. Вот. Вам не видно. Сейчас вот подальше сделаю, чтобы вам было хорошо видно. Вот это у нас перед. Сейчас вырезаем пройму. Немножко вырезаем. И что мы делаем здесь? Здесь мы тоже немножко вырезаем. То есть, в принципе, на этом мы
она еще на примерку придет, и потом мы еще все это еще раз примерим, еще раз. То есть высота у нас получается где-то 30. Вот, где у меня мел? Вот, высота получается 30, то есть берем аж вот столечко. Столько берем и на выточку. На выточку вот так складываем. И вот, в принципе, сейчас. Теперь вторую половинку. Вторую половинку берем. Вон. Смотрите, как оно скручивается. Оно очень сильно скручивается. С ним вообще тяжело работать. Сейчас я покажу. Все, в принципе, сделали спинку. Спинку, переднюю часть. Сейчас, то есть платье у нас готово. Вот наши выточки. То есть сейчас будем готовить рукава. Дальше. Сейчас нам надо сделать сначала рукав, потому что без рукава нам некуда. Сначала рукав, а потом штаны. Штаны сейчас. То есть сейчас я вам покажу. Высоту до проймы где-то берем 17. Вот. 17. У меня где-то вот высота 15, а у взрослой женщины 17. 18, вот 18 взяла. И то есть вот чертим линию 18. И тут берем где-то 29. 29. Вот смотрите, вот у меня 30, ровно вышло где-то 29, потому что мы высоту взяли, ну, сначала было 17, а потом 18, ну, 18 вот у нас как раз будет, то есть вот 18, если видно. То есть мы все это чертим линию, то есть вот так. $18. Рукава. Давай сначала это все обрежем. Все, вот рукава. Просечек поставим. Что мы делаем дальше? Дальше у нас тут вот. Запястье у нас где-то 23. 12 возьмем. Вот у нас 12. Где-то 12, да. Возьмем 12. То есть, да. Все, в принципе, все это мы сейчас все это будем вырезать. Теперь и все. То есть, вот смотрите, у нас рукав готов. Что же мы делаем? Зайка, подожди. Что же мы делаем? Вот. Вырезаем на 1,5 сантиметра, на сантиметр, не важно. Рассечка стоит, и тут мы тоже делаем рассечку, чтобы мы потом знали, где у нас передняя половина. Рукав у нас тоже готов. И сейчас будем выкраивать. То есть выкраивать будем сейчас штаны. Сколько у нас хватит штаны, на столько мы и будем делать. Посмотрим. Я надеюсь, что хватит, потому что должно хватить. Все, что же мы делаем? Вот высоту возьмем где-то 90, пускай 90 будет, и складываем в 4 слоя. Будем уравнять, чтобы потом... Ну, в принципе, вот все. Сейчас что делаем? Ляжки. Все. Ляжки измеряем. То есть вот наши ляжки. То есть высоту. Все, теперь мы это будем вырезать. Вот и все. Закончила выкраивать платье. Я надеюсь, что вам понравилось. Хоть к чему-то вам узун. И всем пока.